Религия позволила человеку осознать, что есть тонкие планы, которые управляют миром. И без понятия жертвы нет ни одной религии. Почему? Потому что с незапамятных времен люди заметили, что без жертвы не бывает удачи. Стоит принести жертву духом, и охота будет удачной. Стоит принести жертвы того лучшего, что у тебя есть, и раскрываются возможности выживания, благополучия. И перед человеком открывается будущее. Об этом говорили люди, которым открывались тайны бытия. И на практике люди видели, что жертва, признание какой-то высшей воли над человеком – это есть одно из условий выживания и благополучия. Почему жертва позволяла развиваться и выживать? Потому что она подвигала человеку к выполнению законов развития. Жизнь – это один из аспектов бытия. И когда человек реализует все свои желания, инстинкты продолжения жизни, он развивается. Но одновременно, если он начинает поклоняться жизни и начинает душой, то, что называется, прирастать к жизни, то тогда все рассыпается. Жертва позволяет уменьшить привязанность к жизни, не зависеть от нее и создать ей противоположность, альтернативу. То есть есть жизнь, а есть что-то свыше жизни, за пределами жизни. И когда мы понимаем, что есть что-то выше нее, что-то неподвластное нашему сознанию, что существует, когда жизнь заканчивается, тогда возникают две противоположности. С незапамятных времен люди осознавали то, что есть жизнь в этом мире и есть жизнь в загробном мире. И вот в этом мире духов, в мире тонких планов, где властвуют духи, боги, и в конце концов люди осознали, что Творец управляет всем, в этом мире, куда переходят души умерших, есть свои законы, и этот мир сильнее того, что мы видим вокруг. Взаимодействие двух противоположностей, религия превратила человека из животного в собственного человека. Животные думают, у животных есть язык, средства, скажем так, предметы быта. У животных есть речь своеобразная, понимание, мысли, чувства. У животных есть все, что есть у человека, но у них нет только религии. Именно религия отличает человека от животного. Так вот, религия позволила расширить возможности для развития, соединяя две противоположности. Мир духовный, который предшествовал миру физическому, и мир физический. И соединение этих двух противоположностей и одновременно осознавание их антагонизма и давало мощный толчок к развитию. Так вот, сам человек по себе всегда стремился реализовать свои желания. А религия говорила об обратном, о сдерживании желаний. Человек стремился поесть, а религия говорила о том, что нужно поститься. Человек стремился продолжить свой род и заняться сексом, а религия говорила о воздержании и о недопустимости, скажем так, неправильного отношения к сексуальной жизни. Человек мечтал о богатстве, о деньгах, как о защите своей жизни, а религия говорила о том, что нужно жертвовать, о том, что нужно ограничивать себя в богатстве
и о том, что нельзя молиться Золотому Тельцу. И вот эта тенденция, когда, скажем, человек стремился к жизни, а религия стремилась вывести его за пределы жизни и ограничила его жизненное стремление, вот эти две противоположных тенденции давали мощные условия для развития.